Внедорожник ГАЗ-Вепрь. Сегодня он едет не на очередной рейд экологов по лесному надзору, а с весьма необычной для такой тяжелой лесопатрульной техники миссией. В его салоне 10 любознательных школьников, которые хотят больше узнать об ингушской флоре на примере высаженных еще весной саженцев в Нестеровском. Вопросов экскурсоводу много. Как растет то или иное дерево, какие условия самые идеальные для них. А сколько лет вы уже ухаживаете за этим деревьям? Мы ее только весной посадили. И будем 5 лет за ним ухаживать. В основном наша задача в чем? Привезти деревья, то есть мы называем ее посадочный материал. Посадили ее. Первый год, то есть в этом году, мы должны сделать 5 раз прополку вот эту. Каждый месяц по одному разу прополку. Второй год 4, вот так вот идет, нарастаешь. Они же растут. Клен, липа и ясень 50 саженцев посадили в рамках всероссийской акции «Подари лес другу», так как цель проекта – это озеленение России, защита окружающей среды и вовлечение жителей в экоакцию. Юные экологи решили тоже не остаться в стороне. После подробного рассказа экскурсовода о вредоносных растениях, которые мешают полноценному росту молодого дерева, дети, вооружившись перчатками и тяпками, взялись очищать территорию от сорняков. Мы ее уничтожали, там вытаскивали кони. Было трудно, но весело было. С особой ответственностью к миссии подошла и Ясмина Евлоева. Деревья – источник свежего воздуха. И, как считает школьница, необходимо обеспечить им хорошие условия для полноценного роста. Немножко поработала. Было очень сложно, но я постаралась убрать несколько сорняков. Экологическое направление мне нравится больше всего. Я бы хотела почти каждый день приезжать сюда, ухаживать за растениями, в лесу. Потому что здесь много деревьев и чистый воздух. Узнать мир за рамками школьных занятий – основная цель сегодняшней экскурсии. Проект «Зеленая лампа» благотворительного фонда КДЛ направлен на всестороннее развитие детей с практическим ознакомлением с различными профессиями. Курс направления берут, исходя из предпочтений самих подопечных. Их, к слову, насчитывается 90 человек. Проект начал реализовываться в прошлом году в августе, но потом мы решили подать его на грант, на президентский грант, и по воле Аллаха мы его выиграли. И с ноября мы начали действовать именно по президентскому гранту, и масштаб самого проекта он намного увеличился. Я считаю, что данный проект и вообще проекты, которые ассоциируются именно с этим, очень важны для нашей республики, для того, чтобы дети могли развиваться. Проект реализуется по нескольким направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, профориентационное, интеллектуальное и психологическое. Последнему пункту координаторы уделяют особое внимание. Большинство подопечных фонда – это дети из малоимущих семей. Именно у них, по наблюдениям активистов, острее всего наблюдается недостаток внимания, что приводит к определенным трудностям общения со сверстниками. Главная цель проекта – развитие коммуникативных умений у ребят. За счет этой работы они знания их увеличиваются, на этом они не останавливаются. Даже в начале проекта, я помню, у них были реально какие-то такие комплексы, уже которых они стеснялись, а потом уже спустя даже 3-4 месяца я замечаю, у них этого нет. На самом деле это очень-очень сильно радует. Этот цвет от зеленой лампы просвещения поддерживают и региональные экологи. Минприрода не первый раз проводят подобного рода экскурсии с детьми. Провести весело время они не отказались и на этот раз. Главная цель общества – приобщить детей к бережному отношению к природе. Показать наглядно в том числе, что такое пропаганда бережного отношения к природе, как мы должны правильно относиться к ресурсам. А дети, которые непосредственно имеют дело с саженцами, будут сейчас благодаря этой экскурсии понимать, как правильно ухаживать за саженцами. Конечно, в последующем будут, также беречь природу и деликатно относиться, в том числе к растительности нашей республики. Получить новые знания в экологии и весело провести время на этой экскурсии смог каждый участник. А завершением экологического праздника стал небольшой пикник. Шарадат Хулхоева, Ахмед Гандаров, Новости 24.